Рано утром он проснулся, плакал мой ребенок, орал мне: мама, бегом ко мне. Я была на кухне, он спал в комнате. Орал ко мне: бегом ко мне. Что случилось? Смотрю, у него слезы текут. Тимур, что с тобой? Не может объяснить, что со мной. Вот болит и все. Вот болит, мама, вот здесь. Я не могу, там болит. Ну, Тимур, объясни, где именно болит? Шея болит, где болит, как, объясни. И он не мог толком мне объяснить, затечность, отекло или что, не мог он мне объяснить. Я сама, он плачет, и я плачу. Я говорю: Тимур, не плачь, пожалуйста, мне больно, я понять не могу, что с ним. Я смотрю: Тимур, ты встать сможешь, хотя бы просто присесть на кровать? Не могу, мама. Я уже испугалась от страха, что делать, как делать, скорую вызвать или как мне, пока скорая доедет, что они с ним сделают. Я не могла. Мне сразу в голову стукнул Аслан. Дай, когда Аслану позвоню. Аслану звоню, я говорю: Аслан, ты мне нужен. Я говорю: можно к тебе срочно приехать Тимура привезти? Что с ним? Я говорю: не могу сама понять, что с ним. Он весь на слезах, я сама со слезами, руки трясутся, он весь никакой. И он резко мне говорит: привези, я там посмотрю, что с ним. Я его привезла, еле подняли по лестницам наверх. Я очень испугалась за него, очень сильно, что сама шлем сидела и плакала, если честно. И он, бедный, сам боялся, что со мной, сам понять не мог, что со мной. И вот он подошел, посмотрел, обнял его пока, ласку, как говорится, или что, обнял его, держит. Ну что, легче тебе стало? И Тимур на него смотрит, ну чуть легче стало. А что он сделал, иди, не знаю, просто обнял ребенка. И я его оставила, говорю: на, посмотри его хорошенько, может где-то что-то шеей. И он ему и обнял его, и как-то массажи поделал, и сказал, и нам, правда, и сказал: надо будет массажи 3 дня. 3 дня, больше не надо. Вы не поверите, после 3 дней, как масло, вот как ничто и не было, как будто. Тимур, расскажи, как он говорил. Как ты мне в первую очередь сказал про Аслана? Когда он тебя подошел, обнял, что ты сказал, молил про себя? Я молюсь и про себя говорю: Боженька, помоги мне, помоги мне. И Аслан ко мне подошел и помассировал. И я уже про себя уже подумал, что на самом деле Аслан – это настоящий Бог. Я ему очень благодарен. Мы очень благодарны ему, то, что вот он помог моему сыну. Об Аслане мы узнали, я тетю повела к врачу, на Бубновский, по-моему, врач Бубновский, центр Бубновского, и вот у него грыжи были на позвоночнике, и думаю, что ей там скажут. Повели, сказали: ходить массировать надо. И вышли оттуда, зашли к тете, и она нам говорит: зачем нам вы туда идете? Вот вам номер телефона, Аслан. И она взяла, мол, пойди там, проконсультируйся. Понравится, иди к нему. И тетя пошла к нему. Я довольная, очень довольна была. Я очень нам хорошо. Она мне говорит: тетя, хорошо, что там я не пошла в вот этот центр Бубновского, а пришла вот к Аслану. И довольная от него ушла. И потом она меня повела. Мне тоже надо было по состоянию здоровья на массаже ходить. И она мне сказала: пойдем к нему, ходи, и тебе лучше станет. Вы не поверите, мне лучше стало. И вот лет 5 я его знаю. И очень я довольна им. И всем советую ходить к нему. И все довольны, вы будете уходить.